Начинаю, смотри, то есть в начале этого сезона, тогда еще главный тренер Гомеля Вячеслав Леонидович Геращенко сказал, что ты вот турнир первой лиги, ты здесь себя чувствуешь как вот рыба в воде, то есть опытный футболист вот именно в этом турнире. И тут важно твое мнение как эксперта. Вот нынешний турнир, нынешний сезон, он отличается от предыдущих, вот на твой взгляд? Если да, то чем? Наверное, турнир первой лиги начинает более, как-то сказать, становится уровень выше намного. Много команд уже ставят перед собой задачи выхода в высшую лигу. Из-за этого турнир как-то более, скажем так, тяжелее проходит. И все команды могут набирать очки у любого соперника. Будь то эта команда там на последнем месте или там на четвертом. Турнир, я считаю, как-то становится только лучше, мне кажется, по моему мнению. Да, и заметно и по играм, которые выдадут, уже у некоторых команд есть такая игра, есть на что посмотреть, не бей, беги, а именно комбинации появляются. И тут мы имеем вот на сегодняшний день фактически у Белшины для выполнения задачи есть два основных соперника. То есть это Энергетик БГУ и Славия. Вот на твой взгляд, какая команда здесь такая более сильная является, кто более слабейший в этой паре? Не буду никого выделять. Все, мне кажется, готовы выполнить эту задачу. Кому-то, может, больше повезет, не знаю. Остался второй круг, чуть больше одна игра первого круга. Надо брать свои очки и выполнять нашу задачу. Не смотреть на кого-то, на какую-то команду, которая там выполняет свои задачи. Мы будем стараться выполнить задачу эту. Пришел в Белшину в середине прошлого сезона, то есть и команда второй половины сезона 2017 года, и команда первой половины сезона 2018 года. Что общее, в чем есть отличие, на твой взгляд? Прошлогодняя команда. Я не знаю, сложно говорить, когда приходишь между кругами и начинаешь сезон сначала, с командой. Проходишь предсезонку со всеми, как-то, более все притираются друг к другу. И, наигранные комбинации, скажем так, привыкают. А когда приходишь между кругами, тяжело все равно. Вроде усилялись в том году, но чего-то не хватило, может где-то и сыгранности. В этом году как-то пока идем нормально. Надо, говоришь, брать свои очки и выигрывать у каждого, стараться. Сегодня была прекрасная игра. Как на твой взгляд, команда уже достигла своего какого-то уровня высшего, или есть еще возможности для дальнейшего развития? Развиваться всегда есть, над чем работать, моменты какие-то улучшать. Надо двигаться в этом направлении. Ошибки будут, они есть и будут всегда. Я же говорю, их надо убирать, и чтобы с каждым матчем становилось их меньше и улучшать свою игру. Вот этот бич от проблемы реализации голевых моментов. Вот здесь в чем ты видишь какие-то либо причины? Трудно, честно сказать, какие-то причины. Конечно, виноват сам я, что не реализовал. Не про тебя, я имею в виду в целом всю команду. Виноват тот, кто, конечно, не забивает тот или иной момент. Хотя в каждой игре у нас их предостаточно. То есть сегодня мог быть счет там... Да, я же говорю, что... Так в каждой игре. Сегодня у меня два хороших момента было, я не забил. Я с себя эту ответственность не снимаю. Буду работать над реализацией и стараться помогать команде. Надеемся, что это интервью это сможет, перебьет этот, будет на фарт. Дима, все, спасибо большое тебе, удачи.